Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пирзода. Сегодня утром премьер-министр Республики Корея Ли Нак Йон после завершения официального визита в Республику Таджикистан отбыл на родину. В международном аэропорту Душанбе высокочтимого гостя провожали заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим и другие официальные лица. Напомню, что основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Йоном, а также состоялись переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Йоном. К другим новостям. Облик города Душанбе меняется на глазах. В столице развернуто масштабное строительство современных зданий и сооружений. До празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в Душанбе будет сдано в эксплуатацию более 3500 объектов различного назначения. Подробности у Зумрат Файзиевой. В Душанбе в течение 2 ближайших лет в честь годов развития села, туризма и народных ремесел, а также к 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан построят 9 современных гостиниц с 630 номерами, рассчитанных для приема более 1000 человек одновременно. Гостиницу «Дипломат» намерено возвести на месте ветхих зданий и сооружений на улице Бохта района Исмоили-Сумони общество с ограниченной ответственностью «Ружди Осио», а общество с ограниченной ответственностью «Элит-Стройсервис» – многофункциональное многоэтажное здание, в том числе 5-звездочную гостиницу по улице Айни района Шох-Мансур. Общество с ограниченной ответственностью «Себистон-2018» – современную гостиницу «Гранд Рудаки Тауэр» по проспекту Исмоили-Сумони. Также другие отечественные компании в столице республики за 2 года построят современные гостиницы на высоком качественном уровне с учетом национального дизайна. Все гостиницы будут построены согласно международных требований 4- и 5-звездочных отелей. Возводимые многоэтажные гостиницы будут состоять из стандартных номеров, люксов, полулюксов и апартаментов. Также они будут оснащены подземной инфраструктурой, в том числе торговыми и сервисными центрами, ресторанами, плавательными бассейнами, актовыми залами, спортивными и развлекательными центрами, медицинскими пунктами, кинотеатрами, подземными автостоянками. В Душанбе регулярно реконструируются существующие автодороги и строятся новые. В настоящий момент идет строительство автомобильной дороги от западных ворот до Махали-Чортут. Длина дороги составляет 9,2 километра, ширина 40 метров. Согласно проекту, дорога будет состоять из 8 линий в 2 направлениях и тротуара. Автодорога включает в себя мост через Гисарский канал, 1 железнодорожный переход и 2 транспортные развязки. Автодорога является совместным проектом Таджикистана и Индии и возводится в рамках эффективного сотрудничества 2 стран за счет грантовых средств Индии. В свете непосредственных указаний основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и созидательных инициатив председателя города Душанбе Рустами Эмомали, в последние годы заметно изменился облик столицы. В результате сплоченного труда жителей и предпринимателей страны активизировались работы по созданию и благоустройству в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. До празднования этой исторической даты в Душанбе будет сдано в эксплуатацию более 3500 объектов различного назначения. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дишоди Хушвак, телевидение Таджикистан. На территории Таджикистана установилась аномальная жара. На реках Пяндж, Вахш, Зиравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды, возможен размыв берегов. Как избежать неприятностей в летний зной, расскажут наши корреспонденты. Жаркая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения всех возрастных групп. В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью, так как при жаре рефлекторно расширяются сосуды кожи, учащается дыхание, пульс, нередко падает кровяное давление. Сама кровь склонна сгущаться, что может привести к инфарктам миокарда. Чтобы лучше перенести жару, медики рекомендуют следующее. Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытым
покрытой головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными, но не холодными напитками. Водой, лучше минеральной, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей – хлопок, лен, шелк. На открытом солнце надевать солнцезащитные очки, пользоваться солнцезащитными кремами и постараться держаться тени. Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты. Используя эти простейшие меры профилактики, можно легче перенести даже самые знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья. Летом, когда устанавливается жара, все стремятся быть поближе к водоемам, чтобы освежиться. Купание не только доставляет удовольствие, но и служит хорошим средством закаливания организма. Специалисты отмечают, что лучшее время суток для купания с 8 до 10 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Купание в обеденное время может привести к солнечным ударам и ожогам. Не следует также купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. В Таджикистане много рек, озер, каналов и бассейнов, в которые стремятся нырнуть подростки. Но каждый должен помнить о соблюдении правил поведения на воде. Ведь ежегодно с наступлением летнего сезона увеличивается количество происшествий на водоемах. Особое внимание необходимо уделять купающимся и играющим в воде детям. Немаловажный момент – соблюдение не только правил безопасности, но и общей культуры поведения на воде. Не следует толкаться или прыгать на других купающихся, а также необходимо соблюдать чистоту в водоеме и вокруг него, ведь загрязнения также могут стать причиной травмы или инфекции. Зумрат Файзиева, Алишер Нигматов, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. В Таджикистане имеется более 4500 видов лекарственных растений. Так как потенциал лечебных трав и других даров природы еще не до конца изучен, из этого количества лишь 800 наименований используются в народной медицине. Если наши производители при производстве лекарственных препаратов будут больше использовать целебные растения, произрастающие в нашей стране, соответственно, уменьшится и закупка медикаментов извне. За заготовкой лекарственных растений наблюдали наши коллеги. Когда в Душанбе стоит 40-градусная жара, в 60 километрах от города, на высоте более 1000 метров над уровнем моря, в Рамитском ущелье, в местечке Магов, воздух свеж и чист. Прекрасная природа наделяет растения в этих местах удивительными целебными свойствами, за которыми сюда устремились работники учебного научно-производственного центра «Фармация» Таджикского государственного медицинского университета имени Абу-Али ибн Сино. Медицинские работники знают, когда и как собирать лечебные травы, чтобы их можно было использовать для лечения многих недугов. В Рамитском ущелье произрастает огромное количество лекарственных растений. Так, в атласе, подготовленном таджикским ученым нашего вуза Мирзо Назаровым, содержится перечень 75 видов лечебных трав и других даров природы, имеющих целебные свойства. Этот атлас помогает нам, специалистам, а также студентам медицинского университета, не только изучать, но и осуществлять правильный сбор этих лекарственных растений, готовить различные настои и отвары. В Таджикистане произрастает множество растений, из которых можно изготовить лекарственные средства. В этот раз экспедиция в составе медицинских работников прибыла, чтобы собрать тысячелистник, зверобой, душицу, птичий горец, шалфей и другие лекарственные растения, которые будут высушены, обработаны специальным образом и упакованы, чтобы их можно было приобрести по весьма доступным ценам в аптеках. Собирая лекарственные растения, нужно помнить, что собирать их подчистую нельзя, ведь растения должны размножаться, чтобы в будущем получить урожай. А также нужно помнить, что плоды, семена и цветы используются птицами, пчелами и другими животными. Душица действует успокаивающе на центральную нервную систему, способствует снятию невротического состояния, помогает при подавленном настроении. Настой из травы душицы помогает при бессоннице, повышенной раздражительности, склонности к угнетенному состоянию.
Трава зверобой оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру всего организма и кровеносные сосуды. Стимулирует регенерационные процессы, востребованы также его вяжущие, мочегонные, общеукрепляющие, кровоостанавливающие, антисептические и противовоспалительные полезные свойства. Медицина хорошо использует лекарственный шалфей как антисептическое, вяжущее, дезинфицирующее, жаропонижающее, кровоостанавливающее, мочегонное, мягчительное и противовоспалительное средство. Тысячелистник содержит огромное число активных биологических компонентов, благодаря которым он имеет кровоостанавливающее, противовоспалительное, гипоаллергенное, желчегонное и антибактериальные свойства. Благоприятно воздействует на стенки сосудов, предотвращая варикоз вен, снижает уровень токсинов в организме, повышает иммунитет, снижает агрессивность желудочного сока. Правильно собранные лекарственные растения дают возможность эффективно и рационально использовать силы природы и ее лечебные свойства. Зумрат Файзиева, Умеди Усто, Дильшоди Хушвах, телевидение Таджикистан, новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.